В прямом эфире «Чеченской вести» я, Рамзан Абуев, и мои коллеги-журналисты готовы поделиться с наиболее значимыми событиями. Ассаламу алейкум. Чем запомнится среда, 16 июля? Курс на развитие. Мы рассматриваем не просто это как локальный проект, а рассматриваем как такую серьезную точку роста с точки зрения того, что туристический поток растет. С рабочим визитом прибыл замминистра экономического развития России. О программе и встречах расскажут в своих материалах наши корреспонденты. Праздник на пороге. Участники из разных районов активно репетируют и готовятся к фестивалю «Биноевская весна». Какие таланты зажгутся в этом году? Сила и грация. Расскажем о грузинской школе тхэквондо, где тренируются и добиваются успехов юные спортсменки. Какие стереотипы они ломают? Рамзан Кадыров в социальной сети поделился с подписчиками посещением кофейни «Луналик», расположенной в самом центре Грозного. Как отметил глава, заведение производит приятное впечатление с первых минут. Здесь царит спокойная, уютная атмосфера, располагающая к отдыху и неспешной беседе. Он также восхитился командой, работающей в этом месте. Сотрудники не просто работают, а живут своим делом. Это отражается в сервисе и атмосфере. Посещением кофейни политик оказался доволен. Председатель правительства Магомед Даудов провел встречу с заместителем министра экономического развития России Сергеем Назаровым. Стороны обсудили результаты строительства всесезонного горнолыжного курорта «Ведучи». Также затронули тему привлечения новых инвестиций для совершенствования туристического направления. Современный курортный комплекс, по словам Сергея Назарова, это важная основа для социально-экономического развития региона. Мы рассматриваем не просто это как локальный проект, а рассматриваем как такую серьезную точку роста с точки зрения того, что туристический поток растет в целом на Кавказ. И у нас прирост там ежегодный, вот в Чеченской Республике 10% прирост, и это накладывает определенную ответственность. Вот мне задавали вопрос, это вызов или ответственность? Это и вызов, и ответственность с той стороны, что нам надо действительно это направление серьезно поддерживать, развивать. И развитие курорта горнолыжного «Ведучи», даже я бы так сказал, не горнолыжного, мы рассматривали, вот с Магомедом Хаджибекметовичем говорили по поводу того, что этот курорт должен быть всесезонный. И фактически он такой сейчас уже становится им быть, несмотря на то, что там идет стройка, там очень много из туристических маршрутов. МЧС провело учение по ликвидации пожара на базе ОМОН «Ахмат-крепость». Спецоперация организована с целью отработки действий в случае возникновения чрезвычайной ситуации. О том, как справились с поставленными задачами пожарные, Ахмед Рамазанов. Раннее утро на учебном полигоне, но бойцы Ахмат-крепости уже в полной боевой готовности и ждут начала масштабной тренировки. По сигналу тревоги спецназовцы быстро выполняют план эвакуации и сообщают в пожарную часть о возникновении пожара. В нескольких местах полигона уже полыхают учебные очаги возгорания. К счастью, пожарные быстро отреагировали на чрезвычайную ситуацию и приехали за считанные минуты. Спасатели оперативно начали подготовку для устранения угрозы, эвакуацию пострадавших из опасной зоны и оказания первой помощи. Особое внимание уделялось в работе в средствах индивидуальной защиты. В условиях сильного задымления сотрудники использовали не только стандартные огнетушители, но и специальные противопожарные оборудования. Бойцы ОМОН «Ахмат-крепость» совместно с сотрудниками МЧС сегодня отрабатывают пожарно-тактические учения. Тренировка проходит на базе ОМОНа. В условиях, приближенных к реальным, они учатся действовать при возгорании, эвакуировать условно пострадавших и взаимодействовать с пожарными службами. Эти учения не просто формальность. Отлаженные действия на тренировках помогут при возникновении любых чрезвычайных происшествий, в том числе пожар. Умение быстро и слаженно действовать в условиях задымления и открытого огня помогут сохранить как жизни самих сотрудников, так и гражданских.
Специалистами в ходе занятия организовали эвакуацию личного состава и имущества, ликвидировали пожар, предотвратили распространение огня на соседние здания, отработали вопросы организации межведомственного взаимодействия. По итогам тренировки руководство подразделения отметило высокий уровень подготовки бойцов. Начальник инспекции Росгвардии по Чеченской Республике рассказал, что такие учения проводятся на регулярной основе, что позволяет поддерживать постоянную готовность к любым нештатным ситуациям. Основная цель заключается в слаженности действий нештатного пожарного расчета Росгвардии и подразделения МЧС. В данном случае легенда была такая. В казарменном помещении произошло возгорание, есть пострадавшие. Эти учения – очередное подтверждение того, что сотрудники спецподразделения Чечни готовы к любым вызовам современности, как на поле боя, так и при чрезвычайных происшествиях. Ахмед Рамазанов, Ислам Нацуров, Руслан Магомадов. Вести, Чеченская Республика. В Чеченском педагогическом университете состоялась дискуссионная площадка «Диалог против экстремизма и терроризма. Молодежь за мир и толерантность». В дискуссии приняли участие студенты, религиозные деятели, представители правоохранительных органов и власти. Обсуждались способы противодействия экстремизму и терроризму и практики по укреплению межнационального и межрелигиозного согласия. Особое внимание было уделено практико-ориентировочному подходу. Каждый эксперт рассказал о реальной работе, которую ведет его ведомство в регионе. Мероприятие прошло в рамках программы комплексного развития молодежной политики. Алхамдулилlah, астам далбу, вай махкаха, вай кигер хой алш беш, илман агур цанкиятам луш, вай махкаха ербелкш дешкалар далхастамбу. Ер цанкиятара, цакдол цанкиятардара, алча дин шараха ербелкш алсам вай республика дешту, мосу авузышка, сузышка, ويا министерство образования يقمتك لاتوشا يربلغش ديشتو وبيخ بلغي كورت عالشتو هو يون الشا ويتحت اتوش دول جوارا دنيا نشوع خليل اي الدنيا نشوعها اكستريميز بوشل شو ازغوش بلخخ ويتحت اتوش دول جوار لردرحم يشا ازبلخخ عالش برحمه تانقي ثمبر وزي سيلا وشتال ديك زبيخم بول يربوق تانتو يخشانا وزي سيلا وشتال ديك زبيخم بويلا ويمخكها يربل خجدي تشوين حالق والول ويمخك دينا. Им рукоплескали на самых престижных сценах – лондонском королевском Ковент-Гардене, итальянском базилике Санта-Мария-Новелла, но громче всех приветствовали на родной чеченской земле. Академический ансамбль «Танца в войнах» провел очередной концерт. Изящество, грация, великолепие костюмов, мастерство артистов – и все это под зажигательные мелодии. О танце, каждый элемент которого олицетворяет философию народа, Лимда Джамалдинова. Говорят, что танец – это язык души. В чем смысл этих слов, можно увидеть именно здесь. Элина Израилова в ансамбле «Войнах» уже 10 лет. За ее плечами десятки гастролей, выступления на различных сценах по всей стране. Но главная награда, по ее словам, это любовь зрителей и возможность показывать другим культуру своего народа. Через наши танцы передаются традиции, обычаи. Бывали моменты, когда после концерта в других городах к нам подходили и говорили, что были немножко другого мнения. И после уже увиденного поняли, насколько богата наша культура, насколько богаты наши традиции и обычаи. Тем временем на сцене разворачивается настоящий праздник национального танца. Яркие костюмы, отточенные движения и невероятная энергетика артистов создают неповторимую атмосферу. Каждое выступление – это отдельная история. Главный идейный вдохновитель всего этого изящества – Марят Байсарова, директор ансамбля «Войнах». Под ее руководством в каждой постановке ощущается свежий взгляд и глубокое уважение к культуре. Они словно парят над сценой, превращая обычный танец в настоящее произведение искусства. Зал наполнен зрителями из разных регионов страны, среди них и гости из Москвы, которые приехали познакомиться с творчеством коллектива поближе и в дальнейшем организовать им гастроли у себя. Меня пригласил Ибрагим, потрясающий ансамбль в «Войнах». И наша мечта, мы хотим пригласить его. Я служил в советской армии, со мной служили разные народы и были чеченцы. Всегда было дружно, комфортно. И вот сейчас приехал потрясающий ансамбль. В репертуаре ансамбля
лучшие хореографические постановки, отражающие богатство чеченской культуры и традиций. От классических народных танцев до современных интерпретаций каждый номер уникален и неповторим. Аплодисменты не смолкают ни на минуту. Зрители в восторге от происходящего на сцене. А ведь не зря этот коллектив носит высокое звание кавалера ордена Кадырова и золотой звезды высшей степени Хашемитского королевства Иордании. Их талант действительно достоин самых высоких наград. С разных регионов Кавказа нашего очень часто приезжают на наши концерты, сольные именно. И с Москвы пишут часто, хотели бы приехать, попасть на ваш концерт, увидеть вживую. И это очень частые сообщения, которые мы, конечно, отвечаем и говорим, когда у нас будут следующие концерты. Мы активно пропагандируем коллектив и культуру нашей республики. Один из главных номеров программы «Хелхаранбал». Сложная хореография и безупречная техника исполнителей поразили даже самых искушенных зрителей. Очень красивые костюмы, очень интересный танец, прям энергичный он, очень запоминающийся. Запомнились мужские танцы, они прям энергичные, как нам рассказывали, мужчина олицетворяет орла, и правда в танцах это доказывается. Государственный ансамбль «Танца в войнах» вновь доказал, что является хранителем и продолжателем лучших традиций национального искусства. Лимда Джамалдинова, Ислам Ибрагимов, Магомед Ахматов, Вести, Чеченская Республика. Министерство по национальной политике, внешним связям, печати и информации совместно с Терско-Гребинским окружным казачьим обществом провело круглый стол на тему «Казачество в Чеченской Республике. Современное состояние и образ будущего». Участники обсудили актуальные вопросы, касающиеся развития казачества. В числе ключевых тем – поддержка участников СВО, создание молодежного движения и открытие музея. Казачьи представители выразили благодарность за внимание и поддержку. По их словам, присвоение Невре статуса города стало важным шагом, который способствовал улучшению инфраструктуры. Мониторинг общественно-политической жизни республики. Сегодня мы уехали представителям терских казаков, которые находятся в городе Наурское. Обсудили вопросы, текущие с нашими соотечественниками, обозначили план работы, какие направления приоритетны для нашей республики и страны в целом. Также реализацию государственных программ, направленных на развитие казачества. Приближается одно из самых ярких событий года – фестиваль «Биноевская весна». Идут последние репетиции, ансамбли оттачивают движение зажигательных танцев, мастера народных промыслов завершают работу над уникальными изделиями, а спортсмены активно тренируются. О программе фестиваля, который состоится на живописных склонах горного Биноя, Ахмед Рамазанов. До одного из самых ожидаемых событий года остались считанные дни. Биноевская весна традиционно стала ежегодной колоритной иллюстрацией быта и развлечений чеченского народа испокон веков, дошедших до наших дней. Спортивная составляющая фестиваля – одно из интереснейших направлений. Тренер спортивной школы Олимпийского резерва Курчаловского района рассказал, каким видом спорта сейчас идет подготовка к мероприятию. Стрельба из лука, банали нога, борьба на поясах, зал чурбей, что Команда из данного муниципалитета активно готовится к соревнованиям. Не покладая рук, они тренируются, чтобы проявить свои самые сильные стороны. То есть показать себя, свои способности и, конечно, подняться на пьедестал победителей. Спортивная часть Биноевской весны будет такой же яркой, как и весь фестиваль. В нее входят разнообразные виды спорта, такие как метание тяжести, бег, перетягивание каната и стрельба из лука. Данный коллектив в прошлом году на групповом этапе занял первое место по стрельбе из лука. Теперь попытаются повторить свой успех. Юсуф Ахмадов занимается данным видом спорта 4 года. За это время стал чемпионом республики и на данный момент вместе с семьей помогает другим участникам подготовиться к мероприятию. В семье Ахмадовых этой дисциплиной занимается 5 человек, начиная с главы семейства и заканчивая самыми маленькими. Все являются профессионалами своего дела и не раз побеждали на различных соревнованиях.
ويصح подготовки ченаха отдельно меткшбюшат свойна ويصح мишенью такое роушсенс ويصح при лучнику именно в семья чуахи قيكيجينش بوزع روش سيرنا واتساد يش قيس مش دحق ويصح اسبالغان كيرчен беш биноевский весна. Биноевская весна – это возможность прикоснуться к древности, узнать поближе культурный код и стать частью большого национального праздника. Ахмед Рамазанов, Жабраил Хаджиев, Руслан Магомадов, Вести, Чеченская Республика. На этом пока все. Много интересного контента смотрите на аккаунт о войнах в социальных платформах. Я Рамзан Абуев, и пусть в вашей жизни будут только позитивные вести.